На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Кино Победы. Выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в столичном музее боевой славы. Победа за командой Гудаутского района. Квиз ко Дню Победы прошел в Доме Москвы в Сухуме. Эта музыка хранит в себе истинный дух Апсны. Наш репортаж с 6-го республиканского фестиваля фольклорных вокальных ансамблей Абхазии «Райда». Мы продолжаем рубрику «Дорогами Великой Победы» в этот день 80 лет назад. 5 мая 1945 года, 1414 день войны. На Втором Белорусском фронте советские войска, продолжая наступление, овладели городами и военно-морскими портами Свинемюнде, Засниц, полностью очистили остров Узедом и заканчивали очищение островов Рюген и Хидензе. В течение дня войска фронта взяли в плен 4560 немецких солдат и офицеров. На Втором Украинском фронте завершилась Братиславско-Брновская операция. Войска фронта продвинулись на 200 километров и завершили освобождение Словакии, Братиславского и Брновского промышленных районов. В эфире Абаза ТВ продолжается показ цикла художественного и документального кино, посвященного 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в нашем эфире советский художественный фильм 1983 года «Дважды рожденный», поставленный режиссером Аркадием Сиренко по сценарию Виктора Астафьева и Евгения Федоровского. Кроме того, в нашем эфире списки павших в ходе Великой Отечественной войны уроженцев Абхазии, подготовленные сотрудниками Музея боевой славы имени Владислава Ардзенба. В Сухуме, в Музее боевой славы имени Ардзенба, открылась выставка «Кино Победы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция подготовлена Государственным центральным музеем кино из Москвы при поддержке Министерств культуры России и Абхазии, представительства Россотрудничества и Музея боевой славы. Заур Кварчия рассказывает подробности. Редкие кадры фронтовой кинохроники, эскизы к фильмам, фотоматериалы и уникальные документы. Выставка «Кино Победы» рассказывает не только о великом кино того времени, но и о людях, которые снимали, играли и сражались. На церемонию открытия пришли представители правительства, депутаты парламента, священнослужители, школьники и студенты, а также жители города и гости республики. Экспозиция вызвала большой интерес у посетителей разных возрастов. Фильмы о войне, которые из поколения в поколение смотрели и взрослые, и дети, юноши и девушки, замирая у экранов кинотеатров и телевизоров, являются мощным средством патриотического воспитания подрастающего поколения. В нашей памяти навсегда остались такие фильмы, как «А зори здесь тихие», «Баллада о солдате», «В бой идут одни старики», «Летят журавли», «17 мгновений весны», «Они сражались за родину», «Судьба человека», «Офицеры», «Битва за Москву» и многие другие фильмы, их можно перечислять очень долго. И вот историю создания этих замечательных произведений сегодня мы имеем возможность услышать и увидеть. От всей души мы благодарим инициаторов этой выставки. Фильмы о Великой Отечественной войне помогают нам более глубоко понять то, что пережили наши деды и прадеды. Величие подвига советского народа увековечено в кинолентах, созданных как сразу после войны, так и спустя десятилетия. Особая благодарность организаторам выставки, которые проделали огромную работу, чтобы мы сегодня смогли увидеть и прочувствовать этот пласт нашего прошлого. Наш долг – хранить память о храбрости и жертвенности наших дедов и не дать кануть в лету урокам войны. Экспозиция делится на несколько тематических зон. Мемориал славы, кинохроника Великой Отечественной, советские и российские фильмы о войне, герои Абхазии, фронтовые кинооператоры и актеры-фронтовики. Всего представлено более 500 единиц музейных материалов.
Я бесконечно благодарна вам, что вы нашли возможность сегодня, в первый рабочий день после праздников, практически с утра прийти и поддержать нас. Мы действительно вам очень благодарны. Спасибо большое. Это первый опыт работы музея на территории Республики Абхазия, но хочется верить, что не последний. Музей кино находится на территории ВДНХ. Кто будет в Москве, мы будем рады видеть и надеемся, что Абхазия будет представлена на нашей площадке на ВДНХ. Отдельное место занимает раздел, посвященный уроженцам Абхазии и участникам Великой Отечественной войны. Есть блок, посвященный эвакуации киностудии и роли кинематографа в сохранении памяти и патриотического воспитания. Вспомним всех людей, которые отдали свои жизни во Второй Великой Отечественной войне, в Первой мировой войне. Это люди, которые защищали, и сегодня опять же проливается кровь, защищая вот ту родину, которую дано славянам. Но, к великому сожалению, есть разделение. Надо объединяться всем силам, благим, здравым, чтобы защитить дом и имение свое. И еще раз, не только помнить, мы молимся. Мы отмечаем, что 80-летие Победы празднуют по всему миру. Но отдельно я хотел бы отметить, что в Абхазии 80-летие отмечают намного более активно, чем в большинстве других стран мира. И это показатель того, что мы во время войны, когда были единым народом, сохраняем ту духовную связь сквозь годы, сквозь времена, которая была характерна для наших дедов и отцов. Экспозицию сопровождают видеоматериалы, легендарные фильмы, от которых замирали у экранов поколения. Это «Баллада о солдате», «Зори здесь тихие», «Они сражались за Родину» и другие. Эти фильмы не только художественное наследие, но и инструмент патриотического воспитания. Я хочу напомнить о том, что Абхазия была всегда рядом с Россией. В Первой мировой войне Абхазская сотня была в самом переднем крае, и многие были удостоены дважды, трижды, четырежды Георгиевского креста. Во время войны здесь было сказано, 55,5 тысяч принимали участие в нашей общей стране, и из них 17,5 не вернулись. Эта выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поистине является совершенно уникальным событием, которое объединяет историю, искусство и кинематограф. Хотелось бы поблагодарить всех причастных к реализации данного проекта: Музей кино, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Абхазия и, конечно же, нашего доброго партнера Государственный музей боевой славы. Пусть выставка «Кино Победы» станет символом единства, памяти и благодарности, будет полезна и занимательна для посетителей всех возрастов, но прежде всего для абхазской молодежи. Выставка «Кино Победы» будет работать в Музее боевой славы до 9 мая. С 13 мая по 30 июня экспозиция будет представлена в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир. Заур Кварча, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Выставка к 80-летию Победы, организованная администрацией Тамбова, открылась у колоннады в Сухуме. На открытие прибыла делегация во главе с председателем Тамбовской городской думы Еленой Леоновой. Гостей принимал глава столичной администрации Тимур Агарба. Подробности в материале пресс-службы столичной администрации. В Сухуме с официальным визитом находится делегация города-побратима Тамбова. Гостей принимал глава столичной администрации Тимур Агарба. Сухум и Тамбов с 2012 года города-побратимы, и уже много лет идет плодотворное сотрудничество в самых разных сферах. Глава администрации Сухума Тимур Агарба выразил готовность и впредь развивать многосторонние связи в интересах горожан. Мы активно с вами развиваем разные направления, в том числе и образование, сферу образования, культуру. Мы выражаем готовность и дальше развивать с вами отношения во всех сферах, которые интересны для наших горожан и для наших городов. Также выражаю благодарность за организованную выставку у нас на набережной. Для нас очень важно почтить память наших героев в преддверии такого праздника. Поблагодарить вас хотел за ваш визит и за организацию выставки. Спасибо.
Председатель городской думы Тамбова Елена Леонова отметила существующее конструктивное взаимодействие между Сухумом и Тамбовом. Особенно отрадно, по ее словам, что проводятся проекты, направленные на объединение подрастающего поколения двух стран. Очень рады, что у нас такое с вами конструктивное взаимодействие. И действительно вы сказали, что и на уровне наших школьников мы взаимодействуем, и ребята с творческих коллективов к нам приезжали, и ребята из наших творческих коллективов к вам приезжали. Мы с большим уважением ждем вас у нас на День города Тамбова. Он у нас проходит 12 июня, в День России. У нас еще много с вами совместных планов. Самое главное, что мы с вами пытаемся и, наверное, делаем правильное дело, объединяем наше подрастающее поколение, чтим нашу общую победу. По словам начальника управления инвестиционной деятельности и внешнеэкономических связей Тамбовской области Ольги Каменевой, товарооборот между городами-побратимами имеет тенденцию к увеличению. Тамбовская область также заинтересована в потреблении продукции Республики Абхазия, то, что производится в городе Сухум. Я думаю, что нужно все-таки упор еще сделать большой на развитие инвестиционных отношений, экономических отношений, на, опять же, развитие товарооборота. На 2025 год намечен ряд совместных планов у Сухума и Тамбова. Дорожная карта насыщена интересными мероприятиями, которые, несомненно, будут реализованы, подчеркнул мэр столицы. Нашим производителям есть что предложить для того, чтобы жители города Тамбов имели возможность увидеть какое-то направление из города Сухум, той же продукции, производимой на нашей территории, на прилавках города Тамбов. Традиционный обмен подарками гостей и хозяев прошел необычайно тепло. Преподнесли друг другу презенты, которые символизируют города Сухум и Тамбов. Затем участники встречи направились на набережную Махаджиров. У колоннады развернута выставка «Во славу Родины, во славу Победы», посвященная празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она организована Тамбовской мэрией. Как рассказала Ольга Каменева, Тамбов не был непосредственным местом военных действий, но стал госпитальным городом, где залечивали свои раны сотни бойцов. А знаменитые красноармейцы, герои Советского Союза Зоя и Александр Космодемьянские, кстати, были из Тамбовской области. Тамбов занял положение такой госпитальной зоны. Очень много госпиталей. Кстати говоря, госпитальная зона была и в Абхазии. То, что объединяет нас, и Сухум, и Тамбов, что действительно мы были большими госпитальными базами. У нас было почти 100 госпиталей. Вклад и Абхазии в победу в Великой Отечественной войне, и вот о том вкладе Тамбовщины, о котором мы сейчас с вами говорили, они очень значимы. И сегодня, как мы уже отметили, мы продолжаем помогать бороться с новым фашизмом. Будем надеяться, что общими усилиями мы дождемся нашей общей победы. Глава администрации Сухума Тимур Агарба, осмотрев экспозицию, поделился, что выставка будет интересна горожанам и рекомендовал управлению образованием выставить экспонаты и в День Победы на запланированных общегородских мероприятиях. Это очень интересная выставка, информативная такая и подача. Да, я думаю, что нашим горожанам будет интересно посетить и познакомиться. Спасибо. Делегация Тамбова пробудет в Сухуме до 7 мая и проведет еще ряд встреч с сухумскими коллегами. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. 6 мая в фойе музея Банка Абхазии откроется выставка плакатов, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной. Мы решили отметить выставкой киноплакатов из моей коллекции. На выставке представлены киноплакаты с 40-х, 80-х годов. Это афиши фильмов, снятые на тему Великой Отечественной войны и ставшие любимыми для нескольких поколений советских людей, пишет режиссер Ибрагим Чкадо. В коллекции есть и киноплакаты на абхазскую тему. Повесть об абхазском парне, о герое Великой Отечественной Владимире Харазия, которого сыграл Адгур Иналыпа, а также плакат фильма «Весна в Сакене» по произведению Георгия Гулия. Фильм о вернувшемся с войны в родное село воине. Куратор экспозиции Эльвира Арсалия. Команда школьников Гудаутского района одержала победу в викторине в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победный квиз для школьников Абхазии организовал культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме. В викторине приняли участие 8 команд, по одной от каждого района и столицы. Подробнее Надежда Боровикова.
40 школьников из всех районов Абхазии сразились в исторической интеллектуальной игре. Мероприятие для детей организовал культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме при поддержке правительства Москвы. Сегодня у нас проходит квиз, скажем так, простым словом викторина, приуроченная ко Дню Победы. Рассчитана для участия школьников. К такому формату мы уже не первый раз прибегаем. Проводили квизы ко Дню России, к другим мероприятиям. Сегодня решили сделать именно к 80-летию Победы. Именно эту абхазку из села Отхара увековечили на Кумжинском мемориале, посвященном воинам-освободителям Ростова-на-Дону. Викторину для школьников разработала и провела компания «Акваквиз». Формат давно известный и полюбившийся в Абхазии по многочисленным квизам для взрослых. Придумать интересные, но не очень сложные вопросы про Великую Отечественную войну для школьников – задача непростая. Сегодняшний квиз проходит для учащихся школ, поэтому вопросы были подобраны специально для детей, так, чтобы не ввести их в затруднительное положение, мы не могли задавать им вопросы, на которые они просто не могут знать ответы. Мы пытаемся понять, вспомнить, во-первых, себя, во-вторых, какую-то выбрать аудиторию, на которой может быть что-то проверить. То есть вот у меня там крестница, я понимаю, она может знать ответ на этот вопрос или нет, у кого-то дети. То есть приблизительно подобрать вопросы такие, чтобы аудитории нашей было и интересно, и еще и полезно, возможно. Даже если мы понимаем, что они этого не будут знать, хотя бы узнают. Легендарный партизан Хинтрук Мхонджия из-за сложности произношения имени среди сослуживцев был назван этим русским именем. 6 раундов по 6 вопросов. На обсуждение 30 или 60 секунд. Ответ нужно записать в бланке и сдать в конце раунда организаторам. За каждый правильный ответ команда получает полбалла или балл. Третье место в турнире заняла команда Гагарского района. Мне, в принципе, понравился сам формат, как все проходило. Сложных вопросов особо не было. Если школьную программу знаешь, то, в принципе, отвечать спокойно можно. Вопросы, опять же, интересные, тоже подача очень сильно понравилась, сам ведущий хорошо объяснял. Интересно, вот мне про мэр Авицба понравился вот с письмом, то там, в принципе, опять же, даже не зная, кто что, вот просто Авицба фамилию увидишь, что Хафиз зовут, и просто поймешь, что там дочь ему писала. Второе место в викторине завоевала команда Возрождения из Ткварчалского района, а победителями стали представители Гудаутского района, команда Багратион. В первом раунде мы неправильно ответили на первый вопрос. Это первый вопрос был в первом раунде. Там, где про мэра Авицба мы неправильно ответили. И, по-моему, в четвертом раунде тоже один вопрос мы неправильно ответили. В целом, коллективная работа, что сказать. Все участники викторины, если и не улучшили свои знания по истории Великой Отечественной войны, то как минимум весело и с пользой провели время, а также получили в подарок сувенирные наборы и грамоты. Надежда Боровикова, Комитет парламента по экономической политике, реформам и информационным технологиям рекомендует депутатам утвердить внесение изменений в закон о кадастре недвижимости. Члены комитета рассмотрели проект закона, который направлен на изменение срока вступления в силу закона о кадастре, конкретизацию аспекта установления компетенций должностных лиц и работников регистрирующего органа и другие. Кроме того, был рассмотрен законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием закона Республики о кадастре недвижимости. Изменения совершенствуют понятие недвижимого имущества, системы вечных прав, правового регулирования государственной регистрации и оборота недвижимого имущества и иных важных аспектов регулирования. Печальная весть. Коллектив Министерства здравоохранения Абхазии выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью врача-терапевта Тарнава Людмилы
Павловны, которая более 50 лет своей жизни посвятила системе здравоохранения. Много лет работала заместителем главврача Гудаутской ЦРБ. Во время Отечественной войны народа Абхазии была начальником продовольственного обеспечения Центрального военного госпиталя города Гудаута. После войны 23 года посвятила воспитанию молодых медиков в качестве директора Гагарского медучилища. Людмила Павловна была награждена медалями «Ветеран труда» за заслуги перед отечественным здравоохранением и «Отличник здравоохранения». Продолжаем выпуск. Президент Абхазии Бадыр Гунба в минувшее воскресенье посетил чаеводческое хозяйство в селе Кутола Чемчирского района. Главу государства сопровождали вице-президент Беслан Бегувава, премьер-министр Владимир Делба и руководитель администрации президента Беслан Эшба. Плантации, расположенные в поселке Таумыш, Бадыр Гунба отметил, что государство нацелено на поддержку местных производителей. Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба оказать максимальное содействие предприятию «Экочай» в реализации готовой продукции, в том числе и для государственных нужд. Руководители страны также посетили памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Люди и даты. 5 мая 1935 года родился Иван Губас, почетный железнодорожник СССР, машинист первого класса Сухумского локомотивного депо, персональный пенсионер республиканского значения. Был одним из лучших машинистов ЗКВЖД. За многолетнюю и безупречную работу Иван Губас был награжден орденом Трудового Красного Знамени, дважды избирался депутатом Верховного Совета Грузии, удостоен звания лауреата Госпремии Республики, награжден орденом Акзапша третьей степени. Ушел из жизни в 2010 году. 5 мая 80 лет могло бы исполниться Акакию Мале, заслуженному артисту Абхазии, хореографу, знатоку ритуально-обрядовых, воинственных, шуточных танцев. Выпускник Сухумского культпросветучилища, был солистом государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Репертуар государственного ансамбля пополнился такими его постановками, как «Атларчопа», «Аураща», «Абхазские народные танцевальные игры» и другими. Он много ездил по Абхазии, создав в районах самодеятельные танцевальные ансамбли. В 70-е и 80-е являлся художественным руководителем ансамбля песни и танца «Эрцах» и «Рица». Эти коллективы выезжали на гастроли в Югославию, Польшу, Германию, США и на Кубу. Ушел из жизни в 1993 году. Фильм о жизни и творчестве Акакия Мали смотрите на нашем канале после выпуска новостей. 15-й республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии «Райда» прошел в Сухуме на сцене Государственной филармонии имени Раждена Гумба. В честь юбилейной даты фестиваля была подготовлена насыщенная яркая программа. Прозвучали фольклорные песни под аккомпанемент абхазских народных инструментов, песни современных народных авторов. В концерте также приняли участие приглашенные гости из Москвы. Каждый коллектив исполнил по 3 композиции. Между номерами зрители наслаждались и национальными танцами, исполненными артистами ансамблей участников. Слово Ради Чичава. Народные танцы и национальная музыка, знакомые каждому. Яркие костюмы и улыбчивые лица в зале и на сцене. Настоящий этнический колорит, воплощенный в самой важной форме искусства – фольклорной. Все это и многое другое – Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии «Райда», который проходит в столице вот уж в 15-й раз. Принимают участие коллективы фольклорные со всех регионов Абхазии, в их числе и этнографический ансамбль абхазских долгожителей «Нарта». А также у нас сегодня принимают участие гости из города Москва, фолк-шоу-группа «Закрутих». На сцене Государственной филармонии в самом центре Сухума воплощалось в жизнь все многообразие национальной культуры. Танцы, песни, костюмы и смыслы – все было пронизано абхазским фольклором. Каждый коллектив исполнил по 3 композиции.
круглую юбилейную дату фестиваля, как отмечает Нури Кварча, можно с уверенностью сказать, что за минувшие годы проект вырос, расширил географию участников и их количество. Во-первых, количество увеличилось участников. Во-вторых, художественный уровень коллективов заметно улучшилось. Кроме этого, если раньше только звучали «Ах, Раша, 3», значит, и тому подобное, Соломан, вот такие традиционные какие-то, сейчас, слава богу, начали вытаскивать новые, редко звучащие произведения. Также, по словам Нури Кварча, особенно важно, что к фольклорной традиционной музыке приобщается и молодежь. Для сохранения национального колорита, культуры Абхазии, убежден Нури Кварча, это неоценимо важно. Очень радует, что наряду с коллективами, где поют старшее поколение, появились новые коллективы. Ну, все знают молодежные коллективы Ахиштара, но кроме того, у нас уже в селах начали появляться хоровые детские, юношеские коллективы, которые для которых мы хотим отдельно организовать подобный фестиваль. Главная цель проекта, радующего зрителей вот уж в 15-й раз, сохранение и популяризация этнической богатой культуры, хранящей в себе истинный дух Апсны. Цель основная – сохранение фольклорного наследия народа. У нас уникальное наследие оставили наши старшие фольклорные, более 150 песен, которые записали наши искусствоведы. Но если они будут лежать на полочках, а не будут исполняться, им цены не будет. Надо, чтобы молодое поколение переняло эту традицию, поэтому мы их стараемся привлекать. Многочисленных зрителей, собравшихся весенним вечером в столице Абхазии, коллективы со всех концов республики радовали исполнением любимых композиций и яркими танцами более 2 часов. На сцене Госфилармонии было исполнено больше 40 песен. Рада Чачава, Валерий Кюкискири, Абаза ТВ. Спектаклем «Пастух Махаз» театр Искандера завершил 3-дневные гастроли в одном из самых театральных городов России – Перми, на сцене одного из лучших российских театров – Академического театра. Как написал в своем телеграм-канале генеральный директор Русдрама Ираклий Хинба, взыскательная и насмотренная пермская публика 3 дня подряд устроила нам аншлаги. Все до единого билеты были проданы. Честно скажу, мы мечтали сыграть в театре, готовились к этим гастролям, так как знали, что оценивать нас будут по гамбургскому счету и хотели произвести самое благоприятное впечатление. В результате могу сказать, что гастроли прошли просто блестяще. Это были, наверное, одни из лучших, если не лучшие наши гастроли за последние годы. Прием зрительский был фантастический. Стоячие овации бесконечные. Низкий поклон Росконцерту и Министерству культуры России, которые сделали возможными эти большие гастроли. Едем покорять Екатеринбург. Конец цитаты. О спорте. Победитель команды Абхазии Беслан Аршба назначен начальником отдела по работе с молодежью Госкомитета по делам молодежи и спорту. Ранее эту должность занимал Идрис Кара Осман Оглы, переведенный на должность статс-секретаря. Абхазские шахматисты приняли участие в праздничном блиц-турнире, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проходили 4 мая в Сочи. Параллельно на курорте Роза-Хутор педагогический шахматный союз провел шахматный фестиваль, сообщает Госкомспорт. Сейчас о погоде. Во вторник, 6 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, туман, местами возможен туман с моросью. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 13 до 18 градусов. Температура морской воды 14 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%.
На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на База ТВ. До новых встреч в эфире.